гостей, участников. Немножко подтянутся. Саламатсыңдар ма? Жаңадан кіріп жатқандарға айтып жатырмыз. Роза Макаевна, саламатсыңдар ма? Назымгүл бар ма екен? Кірді, аға. Рахмет, сәттілік тілеп жатыр қыздар. Саламатсыңдар ма? Роза Макаевна, жалко, что интернет у вас глючит. Ну, в сторисе можете посмотреть. В сторисе, если что, посмотрите, если вдруг прерветесь. Записываешь, что ты сторис? Саламатсыздар ма? Жүректерді біздерді жіберіп жатырмыз сіздерге. Барлығына рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, біздің прямой тікелей эфирге кірісіп, осындай шараға қатысып жатқандарыңызға. От вечного огня начинаются дороги нашей памяти. Они ведут на поля сражений, партизанские леса, к перевалам, к взятым высотам, и до сих пор отражаются и слышится грохот танков и орудий, взрывы снарядов, свист пуль. Они вели к аллеям, где не собираются наши ветераны, те, кто работал в тылу, собирались на площадях, где шли у нас парады с шествием бессмертного полка. А сегодня в условиях карантина вот одна из таких дорог ведет вот нашу страницу в Инстаграме, где мы провели марафон 75 стихотворений о войне. Соғыс туралы 75 өлең. Добро пожаловать на наш прямой эфир. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және эфирге қатысушы қонақтарымыз. Бүгін міне біздің эфирімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі күнді пайдалана отырып, азаматтарымызды отан қорғаушылар күнімен құттықтап, және осы келе жатқан ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Да, я забыла представиться. Вот сегодня с вами Динара Беркимбаева и я, Айгуль Таимова. Будем вам рассказывать о нашем марафоне, который вот закончился сегодня буквально. Сегодня или вчера было выложено последнее стихотворение, и мы об этом всем вам расскажем. Сегодня День защитников Отечества, и мы поздравляем всех наших мужчин с этим праздником. Поздравляем также с наступающим великим праздником Победы. Желаем всего самого хорошего. Хромтаудан кітапханасының ұйымдастыруымен 21 сәуірден бастап 5 мамырға дейін ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған соғыс туралы 75 өлең 75 стихотворений о войне атты екі тілде марафон жарияланды, Инстаграм парақшасында жарияланды. Және бүгін қатысушыларымызға алғысымызды білдіріп, осы тікелей эфирде қорытындылап отырамыз. Вот мне хочется озвучить прям цифры, сколько чего было на нашем марафоне. Но перед тем, как озвучить эти цифры, давайте договоримся, что мы все вот переводить не будем с одного языка на другой. Я думаю, всем понятно. Все знают и русский язык, и казахский язык. Поэтому давайте то, что мы будем рассказывать на казахском языке, не будем на русский переводить. И то, что будем рассказывать на русском, не будем переводить на казахский язык. Думаю, всем понятно. И давайте перейдем к цифрам. Цифры у нас такие, я вот записала, прям чтобы не забыть. Данные у нас вот такие. Мы не стали ограничивать, так как стихи нам еще присылают. И вот мы решили продолжить счет. Сегодня вот вчера было выложено последнее стихотворение, 77-й стих марафона. Всего стихотворений вместе с повторяющимися было выложено 93. Участников было 101. Есть участники, которые читали два произведения. Вот. География участников такова. Участвовали из города Хромтау, из сел Хромтауского района, читали из города Ахтубе, были чтецы у нас, Шалкар, Мартук и Мухалжарские районы Актюбинской области не отстали, присоединились к нашему марафону.
были участники из Атырау, из Алматы, из Уральска, из Байконура, из Оренбурга, из столицы нашей страны, из города Нур-Султан, из Семея и из Караганды. И возраст по условиям марафона было от старшеклассников школ и старше. Хочется еще отметить, что участвовали люди разных профессий, разных должностей, от учителя и воспитатели, инженеры, мастера, кто у нас еще был, рабочие, служащие, предприниматели, пенсионеры, учащиеся, студенты. Вот всем спасибо, всем браво. Сонымен қатар марафонға оң қаралуынан 83 жастағы Мұрзалин Қуандық ата Қасым Аманжоловтың Бауыржан Момышұлы туралы жыр өлеңін оқып өз үлесін қосты. Біздің кітапхана ұжымының атынан атамызға зор денсаулық тілейміз, сарқылмас қуат тілей отырып алғысымызды білдіреміз. Соның ішінде соғыс туралы 75 өлең атты марафонға ең бірінші және өте жоғары деңгейде қатысқан, белсенділік танытқан Бөгетсай ауылының тұрғындарына алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет сізге. Сонымен қатар 17 номерлі қатысушы Жамбыл атамыздың Ленинградтық өренім атты өлеңін Бөгетсай ауылының тұрғыны Жетпісов Даниярға алғысымыз шексіз. Данияр биіктен көріне бер. Даниярдың комментарияларын оқып өтсеңіз, өте көп жақсы сөздер жазылған. Данияр, мысалы оқып кетейін, Данияр биіктен көріне бер, Жамбыл атамыздың өлеңін айтып, есімізге түсіргеніне үлкен рахмет, бізге өте ұнады деп жазыпты. Өнерін өрге жүзсін, жұлдызын жарқырасын деген тағы да басқа көп тілектер жазылған. Да, вот Динара только что перечислила, да, кто понравился им, но я думаю, что всех перечислить невозможно. Вот представьте, это 101 участников, 93 стихотворения. Вот как можно сказать, что этот лучше читал, этот... Там все читали очень хорошо. Там вот очень творчески подошли вот с Тасайского села, с Ахжар были, с других городов. Очень много. Сейчас вот прям навскидку даже не смогу сразу сказать. Очень много комментариев собрало стихотворение Светы Дюсекова «Варварство», да? Пименова Алексея. Очень много, очень. И Жакуповой Жануи, о чулочке. Все раз за разом присылают и говорят, что понравились чулочки. Вот сейчас даже сразу вот хочу вспомнить и не вспомню даже. Вот еще мне хотелось сказать, пока мы будем рассказывать с Динарой о нашем марафоне, вспоминать, какие стихотворения были на слуху у всех и комментарии, которые больше собрал. Давайте вы тоже будете оставлять свои комментарии, отзывы какие-то. Можете задать вопрос, мы по мере возможности ответим на эти вопросы. И очень хотелось бы, чтобы вы оставили свои замечания и предложения, потому что это для дальнейшей работы нам очень важно, чтобы мы могли уже свои какие-то ошибочки исправлять в дальнейшем. Так что ждем. Вот сразу хотелось добавить, что марафон мы когда-то запустили, задали тон нашему марафону, это Хамидуллины. Братья Хамидуллины, после этого, как они прочитали свои стихотворения, знаете, как цепная реакция пошла. Все захотели участвовать, и все начали присоединяться, тут знакомые, незнакомые, это уже не имело значения, просто действительно это такой, знаете, импульс, такой вирус, всех заразил, зарядил позитивной энергетикой. Спасибо вам, что вот такой тон задали, какой мы, в принципе, и задумывали. В общем, можно сказать, что у нас все получилось. И всем спасибо. Вот отдельное спасибо хотелось бы сказать людям старшего возраста, которые не остались в стороне, приняли участие в марафоне. Вот я их выписала, и давайте я уже их перечислю. Это Газеева Алтынбеке, город Хромтау, Мурзагулова Тогжан из города Нур-Султан, Казмухамбетова Болсын, Хромтау, Юсупова Райхан из поселка Донской, Мурзалин Қуандық Ағай, поселок Оңғар, Шарф Ирина, поселок Дон, Попова Галина Васильевна, город Хромтау, Курмангалиева Майра Алдияровна, город Ахтубе, Рамеева Наталья, город Оренбург, Даутова Жолтай Шандозовна, поселок Унгар,
Только что Динара рассказала, что самому старшему участнику у нас 83 года. Сонымен қатар ұлы жеңістің 75 жылдығына арнап өздерінің жүрек жарды өлеңдерін оқыған 66 номерлі Бисембаева Сайрагүлге, 24 номерлі Оралбай Комите ауылына және номер 1 Хромтау орта мектебінің мұғалімі Басауова Бануға алғысымызды білдіріп, шығармашылық табыстар тілейміз. Осы оқылған өлеңдерге біздің жерлесіміз Римов Қуандықтың пікірін тыңдап өтейік. Марафон өте жақсы ұйымдастырылған. Мен бұл марафоннан жастардың белсенділігін байқап отырмын. Бұл дегенің әрине қуантарлық жағдай ғой. Да, это был отзыв Рима Куантака. Спасибо, что прислали вы. Очень примечательно, что особый шар привнесли в марафон своим участием учащиеся старших классов и студентов. А там еще читали командную группу. Группа читали одно стихотворение, очень понравилось. Это преподаватель со своими студентами вот нашего колледжа, еще со второй школы тоже, Варварство Мусы Джалили читали они. Рахмет Ути Керемет был. Вот по условиям марафона нужно было, самое простое условие было выбрать стихотворение или прочитать свое любимое стихотворение на камеру и прислать нам. Но некоторые пошли дальше, они подошли к этому творчески, сняли свое видео, свое чтение на фоне видеокадров о войне. И это, знаете, такое усилило эффект от прослушивания этого стихотворения. Вот, просто браво. Конечно, можно перечислять и перечислять, мы не будем. Всем большое спасибо. Вот, очень много восторженных комментариев вызвало. Остановлюсь на этом, вызвало чтение Гульшат Бралова. Вот там в комментариях говорили, что первый раз слышат это стихотворение Бориса Слуцкого, казахи под Можайском. И вот спросили еще, почему выбор пал именно на это стихотворение. Этот вопрос переадресовали самой Гульшат Браловой, и она нам прислала видеоответ, можете посмотреть. Здравствуйте, уважаемые организаторы этого доблестного марафона. Спасибо, что организовали и позволили поучаствовать. И отвечая на вопрос, почему я именно выбрала это стихотворение Бориса Слуцкого «Казахи под Можайском». Я как учитель со своим классом хотела в этом году к 75-летию Великой Победы подготовить сценировку. Пересматривая все документальные фильмы, очерки, я задалась вопросом, описали ли в то время уже о наших доблестных воинах, о их подвиге. И листая, я наткнулась на Бориса Слуцкого, который был фронтовиком, который служил под Москвой, под Можайском. И я поняла, что он увидел этих казахов, и его поразил их воинственный дух, их бесстрашие, их непоколебимость. Да, это были те казахи, те степняки, те азиаты, те киргизы. Но каждый из них был мергеном, доблестным воином, батыром и джигитом. Они выполнили свой долг. И мы никогда не должны забывать о их подвиге. Мы должны гордиться, что мы являемся этой частицей доблестных воинов, воинственного народа, великого народа. Спасибо вам. Спасибо, Гульшат, вам за ваш видеоответ. И вот я смотрю здесь, читаю комментарии, вот понравились чулочки, говорят, Ахмарал Керемет оқыды, кішкентай қыз жайлы. Молодцы, уже даже если название не помнят, то помнят, что о чем стихотворение было. Действительно, это такой трагизм был до слез. Рахмет. Вот здесь еще до сих пор присоединяются к нам. Сайрагуля Апай, что деваторы. Отличный морал учился, столько стихов мы услышали, которые учили в школе. Молодцы. Пишут. Я хотела сказать, что нам прислали
голосовые отзывы. Такие отзывы, которые мы, ну, как не запланированно от кого-то ждали, а он просто вот захотел свои чувства передать кому-то и сказать, вот я услышала это, и вот такое я получила эмоциональный всплеск. Я вот хочу, чтобы этот отзыв пришел на WhatsApp, и я хочу, чтобы этот отзыв вы прослушали. Это отзыв был на стихотворение Зинка Юрий Друнин, который прочитала Жакупова жену я. Поступил вот такой отзыв от Ромеевой Натальи Анатольевны, которая живет в городе Оренбурге. Ну, пожалуйста. Ну, девчонки прям талант получается на стихи. Как можно так, да? Дитё. Ой. Правда, прониклась так. Так прочитать, так вообще кошмар. Я не слышала это стихотворение. Хоть когда-то Друнину читала кое-какие, конечно, мою молодость переписывали в тетради ее стихи. Бесподобная девочка прочитала, конечно. Ой, как приятно было получить вот это вот. Фух. Сегодня день закончится, нет? Вот такой эмоциональный, со слезами в голос нам прислали на WhatsApp. Мы поделились с вами, что действительно эти стихи все-таки нужно было, это слезы очищения, наверное. Все-таки действительно это День Победы у нас уже в генах. И мы их должны о них рассказывать, мы должны передавать дальше и дальше и дальше. Помните, как в реке они поют? Детям детей своих расскажите о них, чтобы запомнили. Вот, давайте будем этого придерживаться. И вот я хотела еще сказать, что 16 произведений были прочитаны по 2 и более раз. Такие как Кожахмет Соғысты көрген тағдырлар, Мусы Джалилева Барбарство, Булат Акуджава Ах, война, что ж ты подлое сделала, что ж ты сделала подлое. Феоктистова сын, Мухаля Мақатаева Соғыстың соңғы көктемі, Шапкинова Ана туралы баллады, Махмудбай Амреұлы майдангерлер, Сырбай Мауленова Соғыстан қайтқан солдаттар, Гафу Хайрбекова «Жеңіс солдаты» и другие. Я просто сейчас, если буду перечислять, то это очень много времени займет. Просто хочу сказать, что одно из стихотворений «Жди меня» Симонова было прочитано только 4 раза, 4 участниками. И раз так оно популярно и среди молодежи, и среди старшего поколения, я бы хотела, чтобы о Симонове чуть побольше мы узнали. И вот хотелось бы, чтобы из всего, что мы сейчас делаем, хотя бы об одном авторе мы рассказали более подробно. И на этот раз это будет Константин Симонов. А о нем нам расскажет наш гость. Давайте ее послушаем. Это Роза Макаевна Жаралгапова, заведующая отдела развития библиотек Актюбинской областной универсальной научной библиотеки. И вот, пожалуйста, о Константине Симонове. Константин Симонов. «С тобой и без тебя». Это сборник лирических стихов. Все помнят знаменитое «Жди меня». «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера». Посвящено это стихотворение Валентине Серовой, известной актрисе 40-х годов, с которой в довоенной Москве Константина Симонова был яркий роман. Этот роман был самым, пожалуй, известным в Советском Союзе. За его развитием следила вся страна. Они молодые, красивые, известные, талантливые. Она актриса, кинозвезда, символ женственности, любимица миллионов зрителей. Он известный поэт, корреспондент, драматург. Бывает в жизни, он любит, она принимает его любовь, он верен, а она ничего не обещала. И только война, наконец, соединила их. Симонов уезжает на фронт военным корреспондентом. Серова впервые говорит ему «люблю». Симонова несла по жизни любовь безответная, горькая, но все равно счастливая.
Пусть прокляну впоследствии твои черты лица, любовь к тебе, как бедствие, и нет ему конца. Вместе эта блистательная пара была 14 лет. Как и многие жизненные истории, любовь Симонова и Серовой не имела счастливого конца. Я не могу писать тебе стихов, не той, что ты была, не той, что стала. И очевидно, этих горьких слов обоим нам давно уж не хватало. За все добро спасибо, не считал по мелочам, покуда были вместе, нисколько взял его, нисколько дал. Хоть вряд ли задолжал тебе по чести, а все то зло, что на меня, как груз, навалено твоей рукою было, оно мое. Я сам с ним разберусь, мне жизнь недаром шкуру им дубила. Упреки поздно на ветер бросать, не бойся разговоров до рассвета. Я просто разлюбил тебя. И это мне не дает стихов тебе писать. Когда Константина Симонова спрашивали о жизни с Валентиной Серовой, он отвечал: читайте книгу «С тобой и без тебя». Там все. Мне больше добавить нечего. Прочтите эту книгу о любви. Пусть это будет подарком к 75-летию Победы. Спасибо большое, Роза Макаевна, очень содержательно. И я думаю, что многие сейчас посмотрели, узнали с другой стороны Константина Симонова, узнали его жизнь. Что я еще хотела сказать? Отдельно хотела выразить благодарность нашим коллегам, которые поддержали наш проект. Это из Актюбинской областной библиотеки, из Мартукской районной библиотеки, из школьных наших библиотек, из библиотеки колледжа. Вот. А вот над нашим этим проектом работала вот целая команда сотрудников не только нашей районной библиотеки, но, как вы видели, это сельские библиотекари наши тоже подключились. Вот. А наши девочки, они кто-то работал над некоторыми видеофайлами, кто-то работал непосредственно с участником связи был, кто-то делал заставку со счетом, кто-то выставлял в Инстаграме и так далее, и так далее. Работ было много, работа была интересная, азартная, творческая. Всем спасибо. Мы думаем, что все получили удовольствие, принимая в этом участие. Запуская марафон, мы меньше всего ожидали каких-то похвал, почестей в наш адрес. Но раз такие добрые, хорошие пожелания нам прислали в отзывах, почему бы их не послушать, да? Я просто хочу сказать, что в свою очередь мы, если мы смогли зарядить вас аурой добра и позитива, то мы только рады. Давайте послушаем отзывы, которые нам прислали о проекте. Ұлы жеңістің 75 жылдығына арнап ағайынды Хамид өлеңдер және Айданас Бақыткерей өлеңдері ұнады. Аудандық кітапхана ұйымдастырған марафондарына рахмет. Здравствуйте, Гульжа Куповна. Это вас беспокоит Рамиева Наталья Анатольевна. Я очень признательна вам за то, что вы прочитанное мной стихотворение в своем проекте расположили. Для меня было такой приятной неожиданностью, когда я видела фотографию своего отца, конечно, это до слез было трогательно. Он, конечно, уже ушел из жизни. 9 мая, видимо, в генах там и радостный, светлый праздник 9 мая. Делаете вы великое дело. Спасибо вам огромное. И заслуживаете только глубокого уважения. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вам тоже. Здесь мы, по-моему, еще не пропустили больше никаких. Там хотели, да, больше про свою учительницу, как она читала стихотворение. Нас попросили, пожалуйста, поставьте. Давайте послушаем. Самый лучший чтец — это наш учитель литературы Мария Алдияровна. Когда она читала нам этот стих, мы были еще за школьной партой сидели. А сейчас, когда я слушала, видела ее, что она
тоже постарела. Но голос такой же. И когда я прослушала, переосмыслилась по-другому, наверное, возраст. И это вот моя Диана нам как раз таки донесла. Баллада матери очень понравилась, конечно. Спасибо всем за отзывы такие. Так. Здесь вот комментарии пишут, что это познавательно. Вот я поняла так, что познавательно имеет в виду про Константина Симонова, когда мы писали, да? Потом здесь спасибо, говорят, за наш проект. Вот. Вопросов нету, вроде бы. Просматриваем комментарии все ваши. И давайте какие-то вы там напишите нам, как проходит наш прямой эфир. Мы-то себя не видим. И по окончании хотелось бы сказать, вот когда говорят марафон, сразу представляешь, это вот старт, беговая дорожка, дистанция и финиш, да? Вот на нашем марафоне обозначена одна дистанция с цифрой 75. Но здесь нет ни победивших, ни проигравших, ни пришедших к финишу первым, ни отставших, ни пришедших последним. Здесь все прошли этот марафон достойно. Ваше участие в марафоне показало ваше небезразличие к этой святой теме, что радует очень, показывает ваш патриотизм, гордость за своих родных, дедов, отцов, которые воевали и ничего не требовали взамен за свой героизм. Будем же их достойны. Нет, не горели мы в огне, не сиротело наше детство, но память о войне к нам переходит по наследству. Вот так и передаем из поколения в поколение, от старших к младшему память о войне. И пусть всегда будет так. Чтение стихов от души, вот то прочтение, которое вот было у нас в марафоне, это наше общее выражение благодарности от имени потомков героям Великой Отечественной войны. Это наше большое, теплое, безмерное, безграничное, огромное спасибо. Вот. Еще раз с праздником. Желаем добра, улыбок, теплых солнечных дней и да, поскорее благополучно выйти из карантина. Не болеть, быть здоровыми и счастливыми. Баршаңызды келе жатқан маңызды мереке ұлы жеңіс күнімен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілейміз. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. До новых встреч. Келесі кездескенше.